С вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, ізноўку мы вяртаемся да нашых стрымаў. Была невялічкая затрымка з-за тэхнічна адпускных прычынаў, але тым не менш ізноўку з намі блогерка, былая палізняволеная Вольга Такарчук. Прывітанне, Вольга. Вітаю. Я нездарма адзначыў, што ўсё ж таки былая палізняволеная, тому что у нас тэма таксама будзе хачу з табой абмеркаваць вось менавіта гэтую тэму спрэчкі такой завочная, як это называется, дыскусіі, якая здарылася там вот буквально тыдзень таму паміж двумя былымі палізняволенымі Натальяй Дулінай і Марыяй Калеснікавай. Не ведаю, чытала ты, не чытала, гэтыя іх чытала. Таму гэта абмяркуем, але давай пачнем з таких актуальных падзеяў. Як ты вот знаешь, вот як цячэ вода, як гарыць огонь на складах Вальберес, это тое, за чым можна назіраць вечна, да? Вот як і у тебя ўражанні? Ой, ну, радость у меня, конечно. Россия получает то, что заслужила, получает ответ, наконец-то. Наконец-то на 5-й год войны они получили заслуженно то, что получили. Нечего было торговать на Вальберес всем тем, что помогает России воевать против Украины. Вот, конечно, с одной стороны, я не могу, как просто человек, не пожалеть людей, которые жили, кормили семьи этим, да, там взяли кучу кредитов и сейчас потеряли все, остались в долгах и так далее. Но при этом мы, если возьмем большинство вот этих людей и посмотрим их ленты, почитаем их комментарии, у них нету и доли понимания, почему это все, почему летит снаряды, почему бомбят, да, Вальберес. Нету ни толики сожаления о погибших украинских семьях. И вот недавно в Кривом Роге, я думаю, многие видели, погибла целая семья, мама, папа, 8, там получается 7 детей и 1 внук, вот этот один сын остался, да, у которого вот этот маленький полуторагодовалый мальчик Артем погиб. И меня, Дим, поразили комментарии. Так вам и надо, скажите спасибо Зеленскому. Ну, подумаешь, семья погибла, у нас тут вот целые там тонны товара сгорели. Ты вот понимаешь, они равняют жизнь человеческую, да, вообще не важно, украинцы, не украинцы, это человеческая жизнь, с товаром, просто с какой-то вещью. И когда такое читаешь, ты понимаешь, что там за душой у большинства людей на самом деле ничего нету, что это насквозь прогнившая, гнилая нация, что России не должно существовать вообще на карте Земли. Вот. И тогда не то, что их не жалко, да, ты просто радуешься, думаешь, вот и хорошо, вот чтоб еще следующий озон был, и чтоб вообще вся Россия нахрен в аду горела после того, что они пишут в отношении украинцев. Поэтому мне не жалко. Они получили то, что заслужили. Надо было интересоваться политикой, понимать, почему, из-за чего все это началось, сколько лет идет война. Вот они радоваться, отправляя своих мужиков на фронт, чтобы получить гробовые, и получая их потом в черных пакетах. Понимаешь, сидеть и видосы записывать, как они радостно чокаются за упокой и тратят гробовые. Вот какая страна, то они и получают. Слухай, калі мы кажам пра не цікавіцца палітыкай і зараз пераводзіць на тую ж самую сітуацыю са згарэлымі таварамі на складах Вальберес, то тое ж самае шмат пра што, можа быць, без вот таких трэшовых каментароў, можна сказаць і пра беларусаў. Большасць з іх таксама не цікавілася і не цікавіцца палітыкай, ці, скажем так, а можа так і трэба, а вот моя хата з краю і жывуць так да гэтага часу. І шмат у каго, колькі там 20 000 прадпрымальнікаў, ці не буду лічбамі ўжо казаць, але шмат у каго беларускіх прадпрымальнікаў таксама згарэлі тавары на гэтых складах Вальберес. І таксама записываюць ролики са шкадаваннямі тавара, а не шкадаваннямі загінулых людзей. Але вот параўноўваць можна, не можна? Вот што ты можаш сказаць да беларусаў? Можно, я не могу уважать тех белорусов, которые после начала войны остались работать, сотрудничать с какими-то российскими компаниями. Это мое личное мнение, это их дело. Я понимаю, им, наверное, там надо кормить семьи, как-то выживать в Белоруссии с мизерными зарплатами. Но, тем не менее, я
после начала войны никогда бы не стала продолжать работать на какие-то российские компании. А те, кто не интересуется политикой в Беларуси до сих пор, да, кому интереснее жить в шорах, а не видеть все непрекращающиеся репрессии, да, ежедневные задержания политзаключенных, ну, пускай дождутся, пока прилетит по МПЗ, прилетит по интегралу. Может быть, тогда, как и россияне, они вдруг начнут интересоваться политикой. Мы живем в таком мире, когда невозможно не интересоваться политикой. Надо понимать, что происходит, понимать, куда ездить отдыхать, с кем работать, где работать, как работать. И уже как-то определиться, за кого ты, за Россию ты или за Украину, весь цивилизованный свет, который помогает Украине. И если ты за Россию, ганьба таким белорусам, значит, ну, они заслужили. Слухай, ну вот глядачка под ником Панночка піша: мой сусед павёз траіх дзяцей у Геленджик, і ў дадзеным выпадку я могу подпісацца под твоими словами, трэба думаць, куды ты едешь, у тым больш на адпачынак. Ну, выбачайце мяне, я разумею, там закрытыя межы, цяжка атрымаць візы, але ну добра, ну не Европа, не Италия, не Грэцыя, там не Испания, вот пачынак ты можа не можешь поехать, ну у тебя есть Турция, у тебе есть там как бы там Грузия хотя бы там, ці яшчэ там іншыя краіны, не Геленджик. И тут как бы выбор, конечно, я с тобой згодны, але ну вот каментар твой з гэтай нагоды, але і калі працягваць, ну але калі размова ідзе, дзе працаваць, з кім працаваць, ну калі ты адпрацаваў усё жыццё умоўна на інтэграле ці на там, я не ведаю, там на аршанскім ремонтным заводзе, дзе танки зараз ремонтуюць расійскія, ці на мозырскім НПЗ, ну куды ты пойдзеш? Куда-нибудь. Или для этих людей деньги не пахнут. Все, если твоя организация, твой завод, твоя компания работает на ВПК России, если это помогает убивать украинцев, убивать семьи вот такие вот, про которую я упомянула, да, ты косвенно становишься таким же убийцей. Это остается на твоей совести. Ну, уходить куда-то. А что касается Геленджика, то вот как раз сейчас пришла новость, ты видел, что там дрон сбили, да, над пляжем, погибло много людей, несколько деток, вот. Я не раз предупреждала людей, я просто орала со всех своих социальных сетей, YouTube-канала, не едьте, это аукнется, не надо. Хотите ехать, ну тогда не забудьте черные пакеты. Видишь, как вот сейчас людям, наверное, там пригодились черные пакеты. Вы вообще своей головой думали? Вы понимали, что вы едете в Россию. Россия не щадит никого, ни своих, ни чужих. И эти придурки сбивали дрон над пляжем целенаправленно. Он мог пролететь, они могли стрелять в него где-нибудь подальше от людей, которые просто десятками, сотнями там купались. Но нет, эти идиоты взяли и начали прямо над пляжем сбивать дрон. Другого ж места не нашлось, понимаешь? Вот люди получили. Хотите еще ехать в Геленджик? Мало вам этой ситуации? Едьте, детей побольше с собой берите. Ну что, новых же нарожаете? Вот женщины же, правильно? Вот. Ну, что, одного подбили, другого приеду, рожу, и еще поеду в Геленджик. Ну, где мозги у этих людей? Их можно чем-то оправдать? Нет, я не могу их ничем оправдать. Я не могу никакого оправдания им найти. Потому что сейчас такое время. Тебе надо очень осторожно выбирать место для отдыха и по совести выбирать место для работы. Вон у нас сейчас шоу. Уборочная, людей не хватает, ментов же зовут, да, там эти сено с соломой возить. Ну идите вы, значит, туда, но не работайте вы на ВПК. Чем больше людей остается работать на этих нефтебазах, заводах, да, тем затягивается война. Вы же сами эту войну и затягиваете. Потому что пока вы там работаете, у России будет комплектующие, составляющие для оружия, ракет и так далее. И это будет непрекращающаяся война и бомбежка Украины. Саша Бусел піша: я згодны з Оляй, але ўспамінаю сябе ў 20-30 гадоў. Мне было пофиг на палітыку зусім. Андрей, если разбомбят Мозырский НПЗ, Ольга будет счастлива? С такой оппозицией не удивляюсь, что Лука до сих пор у власти. Мерзко слушать.
Нет, я не буду счастлива, если разбомбят Мозырский МПЗ. Я сейчас не призывала бомбить Беларусь, заводы, интегралы, Мозырский МПЗ. Я сейчас призывала к людям вспомнить, что у них должно быть что-то человеческое внутри, должна быть совесть, должно быть чувство собственного достоинства и понятие, что любой человек, который сейчас работает на ВПК России, он косвенно причастен к убийству людей. Моя речь сейчас шла именно об этом. А то, что касается в 20-30 лет нам было пофиг, куда ехать отдыхать, когда нам было 20-30 лет, не было войны. И наша страна не участвовала, не была соагрессором самой страшной войны за последние годы. Надо это понимать. У нас не было в стране таких репрессий. Мы могли свободно куда угодно ехать, ездить, и это было безопасно. А сейчас это опасно. Мне жаль людей, которые это не понимают, которым до сих пор все равно, куда ехать отдыхать. Лучше вообще никуда не ехать отдыхать. Или вам ваша жизнь вообще не важна, не нужна. То есть она настолько бесценна, это не бесценна как, не нужна вам. Вы настолько ее обесцениваете, что вам море и отдых дороже собственной жизни. Ну, если так, то, пожалуйста, вперед билет на автобус и давайте в Геленджик подождем, еще пару дронов, может, там собьют. Ну да, то бок, вяртаючыся да вось гэтай сітуацыі с Вальбересам, наколькі ўсё ж таки, ну как бы ад нармальная рэакцыя, калі людзі как бы здзіўлена глядзяць вакол на гэтыя полымі і кажуць, а нас за што? За то, что не интересовались политикой все это время, за то, что поддерживали войну, видимо, значит. Ну, как минимум, да, и не осуждали свое правительство, не осуждали Путина и его окружение, за то, что радовались каждому прилету по Украине, по роддому, по Мариуполю, да, когда просто погибли просто сотни деток. За вот это, вот за все вот это вы сейчас получаете ответ. Война должна была к вам вернуться. Это бумеранг, и она к вам вернулась. И вы получаете то, что вы заслужили. Вы заслужили, чтобы у вас горела и полыхала вся страна. Ну, сапраўды так, іншая справа, што вельмі цяжка да людзей дакрычацца. Вось як тут заўважаюць, што не пачуюць нас, бо мы тут не ў Беларусі. Ну, хаця і ў Беларусі мы былі, працавалі там да 20-21 года, шмат пра што гаварылі, папярэджвалі, крычалі, але ну, не чулі. Ну, можа быць, такая, ну, как бы чалавечая натура, как бы жыць сваё жыццё, а то, што можа гэтаму звычайнаму твайму светаўспрыманню неяк так нашкодзіць, просто не звяртаць на гэта ўвагу. Ну, это гнилая нация, гнилые люди, которые не понимают, что творит их государство, что творит Путин, что творят путинские генералы. Вообще, и что они, те, которые до сих пор вот эту как мантру повторяют, что они спасают Украину от нацистов и бла-бла-бла, вот это вот вся путинская муть, понимаешь? Ну, Путин же им сказал, скучно будет, когда СВО закончится. Что ж мы будем делать? Для Путина это движуха, для него это развлекуха. Ему-то ничего не грозит, он себе бункеров настроил, он найдет, где спрятаться. Вот. А прилетают же по обычным людям. А почему по вам прилетают? Потому что надо было вовремя понять, что происходит, и вовремя это осудить. Вы не осудили, но чего вы теперь ждете? Ну вот чего? Чего они могут сейчас ждать? Украинцы должны им сочувствовать? Посхерали. У них каждый день прилетают, у них каждый день мирное население гибнет, у них половину городов стерто с лица земли. Почему они должны жалеть тряпки, которые сейчас горят на Валберес? Почему? Когда ты хоронишь своего ребенка, когда ты несешь гроб своего маленького годовалого сына на руках, ну, мне серьезно должно быть жалко какого-нибудь россиянина, у которого сгорел какой-то товар на Валбересе, или который стоит 3 суток за 20 литрами бензина, да мне плевать на вас, я вас ненавижу. Потому что это я похоронил своего ребенка, это я сейчас горстку земли на его гробик в земле кидал, а не вы. Ты не менш, вот ты кажаш, вот вы нічога не сказали, вы нічога не зрабілі. Гэта можна казаць як пра расіянаў, так вот і пра беларусаў у тым ліку частка. Але з іншага боку зараз таксама гучаць такія аргументы, да прыкладу, прычым ад прадстаўнікоў дэмсіл, часткі дэмсілаў, скажем так, якія прычым знаходзяцца у эміграцыі,
пока кризис, лучше пусть будет Лукашенко. Ну, маўляў, у такой сітуацыі знаходзімся, такая пагроза ідзе і суверэнітэту і ўсяму астатняму, што рыпнешся, можа быць, страціш зараз не толькі вот радзіму у сэнсе эміграцыі, але і радзіму у сэнсе самого існавання незалежнай суверэннай Беларусі. Можа быць, сапраўды лепей перачакаць? Можа, сапраўды вот как бы такая логіка мае месца права на жыццё, каб крызіс Лукашенко. Правда, про Лукашенко мы постоянно 30 гадоў уже крызісы бачым, але вот такой путь. Ну вот с языка сорвал, да, 30 лет мы в кризисе, за этим кризисом последует еще следующий кризис, и еще следующий кризис, а там, если Путина не уберут или он не сдохнет, он еще что-нибудь придумает, еще на кого-нибудь, с войной пойдет, и опять будет очередной кризис, поэтому давайте еще 32 года жить в репрессиях, в постоянном страхе, с разваливающейся страной, где вымирают деревни, где откуда просто сотнями уезжают люди, да, где там пенсионеры живут в нищете, работать некому. Ну давайте. Тут, понимаешь, главное, чтобы на место Лукашенко не пришли условные, там, я не знаю, Качановы, Вольфовичи, да, но это же уже от нас зависит. И о том, как мы поведем себя в это пресловутое окно возможностей, которое, я уверена, все равно рано или поздно оно появится. И тут уже что мы сможем предложить, какие будут наши действия и так далее, и так далее, и так далее. Но то, что... почему мы настолько зависимы от России? Так это все благодаря Лукашенко. И когда выставляют, что он тут, наоборот, спасает нас от того, чтобы мы совсем уже не легли под Россию, да мы уже давным-давно под нее легли. Все, мы уже под ней лежим, и нас уже придавило она так, что мы даже ерзать уже не можем, понимаешь? Уже просто пластом лежим ровненько. И все это как раз-таки благодаря Лукашенко. И никому другому. Нифига он не спасает нас. И не защищает наш суверенитет. Нет. Поэтому я категорически против. Вот как начали бороться много-много лет назад, еще до 2020 года, вот и надо продолжать. И просто с 2020 года мы офигеть как продвинулись в этом, понимаешь? Никогда Лукашенко не было в своей жизни страшно так, как было страшно в 2020 году. Поэтому все эти репрессии, которые не прекращаются каждый день, потому что он не может ни забыть, ни простить. Я думаю, у него эти слова «уходи», да, перед сном каждый вот когда засыпает, вот это вот в ушах звенит «уходи». И он знает, что у людей ничего не поменялось. Поэтому я за то, чтобы убирать Лукашенко, убирать Путина, убирать все окружение, судить, гага, не гага, белорусский суд, там, все на свете. Пускай несут ответственность за свои действия и дайте нам уже строить нашу нормальную цивилизованную страну. Але давай вось гэтую тэму мы с тобой і працягнем, але з двумя шляхами. Першае, вось ты сказала про тое, что пачалі там і до 20-го яго пачалі гэты шлях, далёка до 20-го, у 20-м можа быть больш людзей до гэтага далучылася, как спробы змяніць рэжым, скінуць Лукашенко і працягваць далей. Я за днямі буквально бачыў відос такі досыць эмацыйны ад твайго, пробачь нас, коллеги, блогера Шерого Кота, які вот шоу и вот так вот, знаешь, так вот с горким пафосом казал про то, что вот 6 гадоў прошло, что вы зрабілі за гэтыя 6 гадоў, нічога так и не досягнули. Ну слухай, на гэтай хвалі уздыму за 6 гадоў, калі вот слухаць прэтэнзіі, якія выказваюць не толькі Шэры Кот, але там і іншыя людзі, не будзем пералічваць імёны, прэтэнзіі да дэмсілаў, да лідараў і не да лідараў, там да нас з табою тым ліку, нічога не зрабілі. Ты што мы зробім далей? Наадварот, толькі яшчэ менш і менш магчымасцяў. Я думаю, что мы делаем каждый по максимуму, на что он способен по мере своих возможностей. Давайте не забывать, что никто не ожидал, что начнется война, и Беларусь ушла с повестки дня сразу же. Все, и сейчас все силы цивилизованного всего света направлены в первую очередь на помощь Украине, чтобы прекратить эту войну. Самая наша главная заслуга в том, что Беларусь не уходит с повестки дня, что про нее помнят, что за наших политзаключенных борются, и как ни крути, пускай благодаря Америке, но тем не менее
Они до определенного момента выходили, а могли вообще не выйти. Про нас вообще могли забыть. Ну, есть там Беларусь, ну, есть там диктатор, ну, сажают там тысячи. Но это бы еще больше развязало руки Лукашенко. Он бы вообще не церемонился по 10-15 человек в день задерживать. Взял бы сразу там тысячами запачковал. Он же там строил эту новую тюрьму для политических заключенных, кто против него. Ну вот, достроил бы, и туда бы полстраны сразу впихнул бы лет на 15. Ну и хорошо было бы. А так тут все-таки на повестке дня ему надо ерзать. Вот, поэтому так масштабно все это не сделаешь. Но каждый делает, что может. Те люди, которые такие, как Шер и Кот, задают вопросы и делают такие посты, прости, я его не слушаю, у меня вызывает аллергию, что Спары, что Серый Кот, там, что Петрухин, я отстранилась от этого. А вы себе задайте вопрос, а что сделали вы за эти годы? Что сделал ты, когда ты вышел, кроме критики? Что-нибудь сделал? Критиковать ведь легко, да? А начать что-то делать, предлагать, какие-то решения находить, ну, это ж надо делать. Поэтому я сяду и просто буду поливать всех грязью, какие все плохие. А благодаря кому Серый Кот вышел, понимаешь? Ну, наверное, потому что Светлана по всему миру с папкой с изображением Тихановского бегала, стучала во все двери и просто орала, насколько могла, громко про то, что у нас погибают в тюрьмах люди, у нас не прекращаются репрессии, у нас люди становятся инвалидами, суициды делают. Вот умер один, второй, третий. Ну, это что, это Спарыш делал? Нет. А может быть, Спарыша выбрали в 2020 году президентом? Может быть, он пошел баллотироваться, и за него там все вышли голосовать? Нет. Ну так какое он имеет право кого-то осуждать? Ну, осуждаешь — предлагай, а не предлагаешь — молчи. Ну, дарэчы, ты вот не читаешь гэтыя каментары і прэтэнзій, а мы ж-то ведаем ужо с этих каментароў, которые вот правду нам доносят, народную, что это ты слила протесты в 2020 году. Да, это было вообще интересный такой комментарий. Удивительно для меня, что я абсолютно случайно в 2020 году стала блогером, вот, и просто смело, отважно бегала, ходила, потом бегала на каждый матч, старалась быть в первых рядах, разговаривать с силовиками, просто сутками сидела на Окрестино. У меня родители, бывший муж, там дежурили под этим Окрестино. Я прошла через заочные суды, спала в феврале на холодном полу в этом Окрестино. Нас там обливали этой хлоркой с вонючими туалетами. Заплатила просто огромное количество штрафов, получила несколько уголовок, отсидела в тюрьме и также бежала, также сейчас выживаю в эмиграции, но при этом, оказывается, я слила протест. Мне так, настолько это смешно слушать, что у людей в головах, которые вот это пишут. Ну, удивительно. Я понимаю, что я не доллар всем нравится, но когда ты человека в чем-то обвиняешь, там из серии, что я работаю на офисе, ерзаю под Франоком, сотрудничаю с Пал Палычем, слила протесты и так далее, ну, если у вас нету фактов, закройте, пожалуйста, свои поганые рты. И не забывайте, что я тоже бывшая политзаключенная. Особенно интересно это слушать от людей, которые и дня не провели ни на Окрестино, ни в СИЗО, ни в колонии, ни в тюрьме. Ну, дарэчы, яшчэ одну выставілі табе прэтэнзію, а, наверное, гледзячы зараз на твой добрый выгляд. Откуда у Ольги деньги кутить на пляжах, когда эмигранты последние X, Y и буква И короткая без соли доедают? Не знаю, что там GGG там без соли доедает или дожевывает, ну, але вот откуда деньги кутить на пляжах многочисленных, я так разумею? Ну, никто же не знает про бюджетность моего отдыха, правильно, который я смогла себе позволить, заработав эти деньги. Представляете? Взяла, заработала, отложила и позволила себе в кои-то веки на неделю слетать в Болгарию, в очень бюджетную страну, вот, на самом дешевом авиарейсе. Вот. Поэтому, слушай, ну, я не понимаю, люди мне, может, хотят дать денег или что? Почему они вечно лезут ко мне в карман? Ну, дайте мне денег, ну, я буду за них отчитываться. А пока вы мне эти деньги не даете, я их зарабатываю сама, я вообще не обязана перед кем-то отчитываться, где и как я отдыхаю. Ну, это первое. Второе, ну, как бы
я, может, не самая красавица, но не урод. Наверное, логично, что я живу не одна, и у меня есть мужчина, который тоже зарабатывает деньги. Вот, поэтому, ну, как бы как абсолютно любой нормальный человек, я накопила себе на отдых и съездила и отдохнула. И, по-моему, я имею на это право и ни перед кем не должна отчитываться. А если кто-то там сидит на хлебе с солью и с водой, ну, идите работать, значит, на какую-то другую работу, чтобы вы могли позволить себе еще и колбасу сверху на этот хлеб положить. Дарэчы, вось з гэтай нагоды шмат было каментароў у такім жа вось стылі, які я зараз зачытаў, але вось з нагоды такое святкавання дня народзінаў, які зладзіў сабе Степан Пуціла. Вот, ну, чалавек, ўсё ж таки кіраўнік канала Нехта, плюс яшчэ працуе вядоўцам на Белсаце, как бы зарабляе грошы на некалькіх працах, мае магчымасці, арганізаваў сабе святкаванне дня народзінаў, выступіў са сваім гуртом, наколькі я разумею, я не прысутнічаў, толькі з фота таксама как бы бачыў. Ну і прэтэнзіі: пир во время чумы. Вот не соромно тебе было вот пировать во время чумы? Нет, а за что мне должно быть стыдно? За то, что меня пригласили на день рождения, а этих людей, которые пишут, вот, их не приглашают на дни рождения. Просто кто-то может позволить себе день рождения дома в кругу друзей, узкого круга друзей, а кто-то может позволить себе, как Степан, пригласить больше людей и не дома, а где-то там вот на природе, понимаешь? Если у него есть такая возможность, я очень рада за него. Почему мне должно быть стыдно? На что запрещено? Ну, может, эти люди не празднуют там свои дни рождения, не празднуют Новый год, не выезжают куда-то там на природу, на шашлыки. У нас что, теперь жизнь должна остановиться? А если наша борьба продолжится еще лет 10-15, эти все годы вообще нам не жить? А потом, когда мне будет 60, я буду думать, блин, а что я делала эти... Я уже забыла, что такое улыбаться, там, да, что я 20 лет просто забила на свою жизнь. Нет, я тоже хочу жить. И это не значит, что я не помню про политзаключенных, потому что в первую очередь у меня там сейчас еще сидит мама. Я сама пережила то, что сейчас переживают политзаключенные. Это не значит, что я не переживаю за войну. Это не значит, что я не поддерживаю Украину. Это значит, что бывают такие моменты, вечера, там, да, когда я позволяю себе хотя бы на пару часов отключить свою голову, пообщаться с людьми, которые мне нравятся, которые мне интересны, послушать великолепную музыку, песни Степы и других исполнителей, которые там присутствовали, выпить шампанского, потом приехать домой, проснуться и продолжить свою работу по уничтожению белорусской пропаганды, назовем это так. Поэтому за что мне должно быть стыдно, за что мне оправдываться? Ну, я же не спонсировала Степу, правильно? На какие деньги это вообще? Ну, как я не хочу, чтобы лезли в мой карман, так и я не собираюсь лезть ни в Степин карман, ни в чей другой карман. Степа огромный молодец, что он в 28 лет добился уже того, чего он добился. Он огромный молодец, и я горжусь и знакомством с ним, с тем, что меня пригласили на этот день рождения, и горжусь общению с теми людьми, которые там были. Да. Стёпа молодец, да Стёпы трэба ісці на дзень народзінаў, будучы кіраўнік медыахолдынга ў Беларусі. Стёпа кажа, абавязкова вернецца. Ну, падтрымліваю, да, і, дарэчы, шкадую, што не атрымалася прысутнічаць, хоць таксама меў запрашэнне. Зараз бы таксама адгрыбаў разам з Вольгай Кныровічам і ўсімі астатнімі, хто там прысутнічаў. Но, але што ж зделаеш, такае жыццё. Слухай, давай яшчэ да адной дыскусіі звернемся. Ты яе чытала. Гэта была такая завочная дыскусія паміж Марыяй Калеснікавай і Натальяй Дулінай. Ну, как бы такое, не то, что яны сели один супраць аднаго і выказывали сваё меркаванне, але Наталья написала свой допіс как бы па слядах выступу Марыі Калеснікавай на адкрыцці буйнога музычнага фестываля ў нямецкім Зальцбургу, дзе яна казала пра неабходнасць там размовы, перамовы там с рэжымам, пошуку шляхоў паразумення і гэтак далей. А Дуліна сказала, што з гэтым рэжымам няма пра што гаварыць, на яго трэба ціснуць і гэтак далей. Ты на якім баку? І ўвогуле, як ты лічыш, вот гэтыя дыскусіі, яны скончацца якім-небудзь там чынам паразуменнем вось паміж гэтымі двумя часткамі нашага грамадства?
С Лукашенко не о чем говорить. Просто не о чем. Он преступник, он террорист, он убийца, и с такими людьми нельзя разговаривать, кроме как их же языком. Это языком силы, давления и уничтожения. Я полностью на стороне Натальи Дулиной, полностью. И, ну, не знаю, я понимаю, что да, мы все очень хотим, чтобы там вышли политзаключенные, все были на свободе. Но одни выходят, вторые заходят, да. О чем ты с ним будешь договариваться? И какого хера вообще это усатое чмо будет тебя слушать? Ему все равно. Ему надо отомстить, ему надо, чтобы у него в стране была видимость того, что все спокойно, хорошо, как его все любят. И смотрите, у нас же в разгаре уборочная, смотрите, как у нас вся страна, прямо пашет на это все. Понимаешь? И ему не надо с нами договариваться, не о чем. Он нас ненавидит, и даже если он о чем-то договорит, пообещает, он все равно никогда в жизни не держит свое слово, потому что вот человек он такой, понимаешь? Слухай, чакай, так уже ж координацыйная рада выступила со сваім там резолюцией и погоднением про необходимость проведения круглого стола. Ну все, уже сейчас вот скоро, не сегодня, завтра сядем, разрулим. Сейчас Европа посмотрит и скажет: так что, вы его приняли обратно, вон с ним уже договариваетесь. Раз вы с ним о чем-то договариваете, значит, видимо, признаете его какую-то власть, легитимность. Ну, значит, вам вообще безопасно, в принципе-то, в Беларусь возвращаться. Едьте, товарищи, и все будут поголовно, всем будут отказы в продлении ВНЖ, там, защиты и так далее. И поедут люди сидеть благодаря вот таким вот договорунам, понимаете, которые вот эту вот политику... я не могу. Ну, честно, ну как можно? Вот смотри, а для чего все были вот эти жертвы? Для чего? Подожди, дочь звонит. Для чего были вот эти вот все вот убийства, да, и Пушкина, и Ашурка? Сколько людей инвалидами осталось, для чего вот все сидят, мы убегаем, это для нас всех стресс. Это значит обесценить все, обесценить полностью наши вот эти 6 лет борьбы. Просто сказать: давайте придем к 2019 году, вернемся, признаем его легитимность, и все у нас будет хорошо. Мы сейчас договоримся, он нам всем разрешит вернуться, и мы будем дальше прекрасно жить при Лукашенке. Ну вот так вот. И все такие должны забыть, что у них там имущество отобрали, да? Там мама Бондаренки должна забыть, что сына похоронила, правда? Сегодня, кстати, по-моему, да, годовщина его смерти. Вот, так это получается. Я должна, может быть, простить, что у моей мамы пенсионерки 3 года жизни и здоровья забрали. И я пойду договариваться с Лукашенко, приму его, буду при нем жить. Они так себе это представляют. Нет, Колесникова же сказала, она готова вернуться в Беларусь. Да на здоровье с песней. Возвращайся тогда в Беларусь, иди и договаривайся. Хочешь возвращаться к 19 году, возвращайся. Так только ты говори за себя, а не за тех белорусов, которые не меньше пережили, чем Колесникова. Слухай, але такі ж самы аргумент выказвалі і Дулінай, якая выступала супраць перамоў, дамоўленасці, гандляў з Лукашэнкі, і сказалі: а ты гавары за себя, ты не гавары за тых, хто да гэтага часу сядзіць, хто траціць сваё здароўе за кратамі, якіх трэба тэрмінова выцягваць. Тут трэба дамаўляцца, той же самы аргумент і ў той бок працуе. І як тады быць? Так договаривайтесь с европейскими лидерами, договаривайтесь с Америкой, чтобы они вытягивали людей. Вас все равно, первое, никто не будет слушать. Лукашенко уж точно не сделает то, как вы хотите. Я не знаю, о чем вы там пытаются они или хотят договариваться с Лукашенко. Понятно, что каждый, кто сидит, он хочет выйти на свободу. Но я более чем уверена, что большинство из этих людей не готово выходить путем того, что Лукашенко примут обратно, там, признают его легитимность, договорятся с ним, и мы все будем дальше жить, как жили до 2020 года. Я уверена, что люди, которые там сейчас сидят, которых катуют, да, они, понимая, через что они прошли, сколько потеряли они времени, здоровья, сил, не видя своих родных и так далее, не готовы принять Лукашенко. Те, кто хотел его принять, те уже давным-давно написали помиловки и вышли на свободу.
Ну да, ўсё ж таки самое как бы важное, безумоўна, галоўнае сёння все ж таки, каб людзі выходзілі на волю, але і вельмі важна, каб спыніліся рэпрэсіі. А сёння я вот прачытаў такую думку ад тых, хто выступае за гэты дыялог, што вы ж разумееце, што калі вот сёння было мінус 25, а заўтра стане мінус 7, то гэта ўжо лепш, да, не адліга, да, мы не вернемся, да, можа быть, крымінальныя справы не спыняць і маёмасць атабраную, канфіскаваную не вернуць, але гэта ўжо лепш, чым мінус 25. Нет, это не лепш, это все равно репрессии. Это просто репрессии, которые чуть-чуть уменьшились, понимаешь, в масштабах, но это все равно репрессии. Отсутствие репрессий – это совсем прекратить задержание, вообще прекратить, выпустить всех невиновных людей из тюрем, убрать эту хатнюю химию у тех людей, которые, которым ее дали по политическим мотивам. Это вернуть свободную журналистику, свободные СМИ, это провести нормальные выборы, понимаешь? Это дать людям нормально дышать в своей стране. Ну ты ж разумеешь, что Лукашенко на это николи не пойдет. Поэтому и не о чем с ним договариваться. О чем с ним договариваться? Я же сейчас не какие-то заоблачные требования назвала. Я назвала требования нормальной, цивилизованной, демократической страны. Нормальной. Я не взяла что-то такое, что невыполнимо. Это норма, в которой должны жить белорусы. И эта норма, элементарная норма, не сверх даже нормы, норма. И то нам кажется чем-то заоблачным. Понимаешь, Дима? Это не норма. Что для нас норма – это там трындец какой-то. Слухай, яшчэ до 2020 года Лукашенко, выступаючы ці вот на этом, как это у яго там проходили большой разговор с президентом или что-нибудь, что-то такое, и он сказал: я за цивилизованным светом Беларусь не поведу. Дык это яшчэ до 2020 года было, а пасля 2020 года, пасля того, что ён перажыў, ты думаешь, ён на гэта пойдзе, вот ты кажешь, вот нормальный цивилизованы, якой? Ён ніколі не хацеў за цивилизованным светом ісці, а тут пасля такого. Ну, конечно, как сказал, не поведу, так и не повел. Все правильно. Все люди идут вперед, а мы идем назад. Ну, вот такая политика у Лукашенко. Потому что если он поведет страну за цивилизованным светом, ему надо будет сделать выборы, на которых он проиграет. И ему придется своими синими пальцами отпустить этот трон, взять этот свой пресловутый портфель под мышку и свалить. А после того, что он сделал с людьми с 2020 года, валить ему прямиком в тюрьму, понимаешь, там, неважно в какую. Поэтому, конечно, зачем ему за цивилизованным светом страну вести, потому что в цивилизованном свете что? Люди думающие, правильно? Люди, которые могут принимать какие-то решения, могут соглашаться или не соглашаться с властями, могут там свергать кого-то. И все. У нас люди стадо, сиди, молчи, все, зашибись, а я вечный президент. И все меня любят. В моем большом лукашеновском телевизоре меня все любят. А что там дальше этого большого телевизора, мне вообще не волнует. Главное, что в телевизоре меня любят. Мне же что? Мне правильно приносят распечатку, как меня любят. И каналы показывают, типа Гриши Озаренка и Тура, где тоже меня любят. Ну все ж хорошо, смотрите, все меня любят. Корову мне вон бронзовую подарили. Я теперь вальсировать буду вокруг коровы. В Дворце независимости поставлю, буду ходить, там вымя ей тереть. Как знаешь, вот эти бронзовые скульптуры на в счастье, городах, да? Труд на счастье. Вот он будет вымя тереть, чтобы вот тут потрет, а там уже, глядишь, корова и не обосранная в каком хлеву стоит. Ну, красота. Ну, для добробыту, знаешь, какое-то потер там, а там, знаешь, монета посыпалась, что-нибудь такое. Нормально. Калі так будзе працаваць, я толькі за. Вот, бачыш, зайздрасць цябе бера. Вот хотела б такую корову сабе. Конечно, у меня как раз помещение позволяет сюда бронзовую корову впихнуть, понимаешь? Дарэчы, может быть, там паціху на завяршэнне, але хацеў бы твоё меркаванне даведацца. Калі ты пачула пра вось гэтую заклік тых, хто там, я не ведаю, там гультаёў ці п'яніц у сельскай гаспадарцы у армію, вот дамошак і камароў у балота на украінскую мяжу. Якая была рэакцыя у тебе на это?
Ты знаешь, меня это улыбнуло, потому что это нелогично. Он ментов и военных отправляет в поля убирать вот это все, а тех людей, которые могут это все убирать, отправляют почему-то в армию. То есть люди, которые должны защищать, ну вот эти все военные, которые умеют держать автомат в руках, все, да, они с вилами сейчас в навозе ковыряются. А люди, которые вообще автомат видели только, наверное, на уроках ОБЖ в школе, вот, они идут в армию. Ну, жалко людей, некому работать, понимаешь, и ну что-то ж им надо делать, как-то ж надо вот устрашить людей, чтобы они все-таки пошли работать. Вот не хочешь идти в поле с вилами, ну вот пойдешь в армию. Сейчас же там что где-то тоже, да, уже согнали тунеядцев, собрали целый автобус, там куда-то тоже повезли в Смолевичах или где-то уже. Ну вот начинается. Ну печально это все. Мы готовимся к войне. Но мы не готовимся к войне, но на всякий случай мы готовимся к войне. В общем, не знают они, как издеваться над белорусами. Просто не знаю уже. А вот тут нам у каментарах піша: гэтым людям повезло, бухай сабе на прыродзе і ўсё. Ну что они там будут в лесе рабіць на мяжы, будут сидеть бухать у землянках. Может быть, не знаю, что они там будут Ну, делать. так яны бухали ў поле у сябе там каля дома, а так будуць у лесе на прыродзе, на пікнік іх вывезлі. Такое адчуванне вот по каментарах. Ольга, ну і на завяршэнне скажи мне, кай ласка, вот ты вот зайздрасці няма, калі ты глядзіш на фото і бачыш, як папрыгажэў Мінск вот без нас, дрэвы якія там, вот як вот все так вот, кадачки такія, раскаляровачка, вот все приукрасно ж. Вот не то, что вот в этих ваших типа зеленых Варшавах и Вильнях. Это такая для меня боль, вот искренне огромная боль, потому что я понимаю, что когда развешиваются в Минске и там по Беларуси красно-зеленые флаги, их просто пришел и снял, да, а деревья, ну все, их уже нету, все, остались от них трупы, и я понимаю, что назад уже не вернешь, не откатишь, их уже выкопали, уже зацементировали, и для меня, конечно, это огромная боль за свой город, за невероятно мой любимый Минск, особенно когда я сейчас живу в Вильнюсе, и это просто нереально зеленый город, ты ездишь по Кольцевой, ты везде едешь, просто все утопает в зелени, да, вот просто не верится, что это может быть вот в центре города столько зелени, столько красоты, и потом ты вот смотришь вот эти вот трупики эти, да, вот эти катки, их на зиму надо будет убирать, потому что, ну, элементарно они погибнут, эти деревья, ну, у нас климат не расположен к тому, чтобы у тебя круглый год стояли вот такие вот это вот нечто, катки, ну это ужас, так испоганить вообще Минск, так испортить его. Я не знаю, что в головах у этих людей, за что они так не любят свою страну, свой город, как им не жалко было вообще вырубать, выкорчевывать эти деревья, почему было не придумать что-то, не убрать эту плитку. Это первое. Второе, ну, это вот это вот, там деревья погибают из-за реагентов, и там бла-бла-бла-бла-бла. Почему в других странах не погибают? Так может вы уже что-то современное, да, возьмите с других стран и посыпайте дорогу чем-нибудь более безопасным для растений, для деревьев, но сохраните вы эту красоту, это же жизнь, это тень элементарно людям там в жару, да, это кислород, ну это все. И взять вот так вот, проще всего взять, вот вырубить, убить и пытаться людям сейчас доказать, что катки – это красиво. Да, свое адчуванне прыгажосці. Так, ну і паночка написала: дрэвы пасадзім, людзей не вернеш тых, каго рэжым забіў. Ну, тых, каго забіў рэжым, ужо адназначна не вернеш, але вельмі шкада, што і значная большасць тых людзей, якія вымушана па першым этапе з'ехалі з краіны, яны праз столькі гадоў наўрад ці вернуцца. Не, шмат, конечно, хто вернецца, але вельмі шмат хто сапраўды не вернецца, асабліва дзеці гэтых вымушаных эмігрантаў. К сожалению, скорее всего, так и будет. Нам бы сейчас возможность хотя бы просто ездить. Когда я каждый раз возвращаюсь откуда-нибудь в Вильнюс, вижу табличку «Минск 200 километров», я каждый раз плачу. Каждый. Еще не было ни одного раза, чтобы я не заплакала, потому что я понимаю, что 200 километров не просто до границы с Беларусью, а до моего дома. До моего дома 200 километров.
а я не могу туда приехать. Нейкая грустная у нас нота напрыканцы. Ну я думаю, что мы будем просто вот верыць у тое, что гэта здарыцца, что мы будем мець магчымасць не просто ездзіць, сапраўды вернуться і вернуться у свабодную і незалежную Беларусь. Будем у гэта верыць і будем для гэтага рабіць все, что ад нас залежыць. Дзякую вялікім. Ольга Такарчук была з намі ў эфиры. Подписывайтесь на яе YouTube канал и, безумоўно, не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадио. Будьте з намі. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна, дзякуй.